Меня Вадимович зовут, ну, да. Осталось всего лишь 4 дня. 9 дня. Поясните, пожалуйста, за вами, вот я точно буду голосовать за вас. Но команда, которая сможет управлять таким мегаполисом, есть? Послушайте, там команда, там 100 миллионов тысяч человек команда, все профессионалы. Туда надо просто чуть-чуть других людей, которые как-то будут с сердцем, с душой. Вот что я хочу сделать. Вот что я хочу сделать. Я хочу взять какого-то сильного эколога. Именно сильного эколога. Представляете, сегодня обнаружили в Исети, чуть ниже моста, просто рыба потравлена. Огромное количество рыбы поплыло по течению. Что произошло, никто не знает. Надо брать какого-то очень сильного эколога в команду. Я найду. Архитектора мы договорились с Эдиком Кубенским. Это издатель журнала «Татлин». Может, помните, у нас с ним был проект «Памятники разрушенному городу». Помните, такие памятники сварные и такие медальончики возле фонда делали. Возьму его, договорюсь, что он будет со мной работать по быстрой экспертизе, если точечной застройки касается, или старого города. Вот. Поговорю с Роспилом, с Росямой, там лучших специалистов попробую перетащить, потому что они умеют чиновникам кровь сворачивать, ну, с общественными организациями. И, конечно, из охраны природы кого-то возьму. Я вот это направление хочу закрыть. Но там у меня будет возможность доступ к документам, формирование повестки заседаний городской думы. Ну, как-то справимся. Но команду собрать, это город серьезный, в городе можно собрать команду. Скажите, вот Задача зайти. Слушайте, я вам расскажу, как я решение принимал. Тут все взрослые стоят. Приехал я к Славе Бразовскому. Чувствую, что все, мне надо уже идти, что обстоятельства складываются так, что я пойду. Приехал к Славе Бразовскому. А Слава, он в 2005 году был признан лучшим мэром России. Но он сделал одну очень красивую и серьезную вещь. Он в убитом совершенно Березовском умудрился сделать так, что у людей появился патриотизм. Они стали клеить наклеечки на машины там. Во-первых, это Terra Liberty, потом начали клеить наклейки на машины «Свой пропусти своего». Он научил их как-то по-другому относиться к городу, уважать город, уважать себя. Они перестали мусорить. Но как-то город начал подниматься. И Слава туда, душу вдохнул. Я приехал к нему, говорю: Слава, как у тебя получилось? Он говорит: слушай, я когда шел в мэра, я вообще не понимал, куда я иду. Я когда пришел, я перепугался. Я, говорит, вникал год. Я вникал год, и через год я начал понимать, что происходит, и основную работу уже делал с телефона. Я говорю: Слава, дай мне совет, мне нужен совет. Дай мне совет. Он говорит: пожалуйста, не ссы. Я говорю: что, говорю, сразу так долго рассказал, сказал бы сразу. Вот. Поэтому я на самом деле не боюсь, учиться я умею, работать я гораздо. А удастся ли вам решить проблему с водой? В городе катастрофическое положение с водой. Кстати, знаете, очень интересно, по воде очень интересная ситуация. Послушайте, мы когда были маленькие, все помнят, мы пили воду из-под крана нормально. Вообще вот так вот наклонялись и пили из-под крана. Вот. И ничего, и нормально, и никто не умер. Сейчас вода другая. Но я, знаете, что очень интересно столкнулся? На окраинах сейчас были в Истоке, а потом были на Рудном. Там все валится, вообще все валится. Но там очень чистый воздух, и там голубая вода из-под крана. То есть в жизни всегда короткое одеяло.